Приходите на матчи Суперлиги Чемпионата России по хоккею с мячом и болейте вместе с нами за хоккейный клуб «Строитель». МКреп. Надежная опора строителя. Доброго дня, уважаемые любители русского хоккея, хоккея с мячом. Начинаем нашу трансляцию из Сыктывкара, где через несколько минут стартует матч очередного тура Суперлиги России. Сыктывкарский «Строитель», новосибирский «Сипсельмаш». Доброго вечера, уважаемые поклонники русского хоккея. Встречаем уже на поле команды здесь, в Сыктывкаре. И я думаю, Алексей начнет рассказывать нам о составе команд на сегодня. Да, в принципе, можно потихонечку начать. Начнем, соответственно, с хозяев поля. Сыктывкарский «Строитель». Состав, между прочим, у вас на экране. В воротах бессменный голкипер «Строителя» Максим Шакиров. Полевые игроки: Сергей Филатов, 83 номер, Иван Кораблин, номер 3, 9, Владимир Власюк, 77 Сергей Шибонкин, капитан команды. 91 Никита Свиридов, номер 8 Артем Лихачев, 37 Евгений Люхин, 23 Максим Зубарев, 28 Алексей Башарымов и 93 Денис Судаков. Вот у нас Павел Яковлевич Франц, главный тренер хоккейного клуба «Строитель», тоже на ваших экранах. Оставил сегодня Павел Яковлевич на скамейке запасных и Максима Немцева, и Александра Ваюшина. Будут входить игроки, видимо, со скамеечки в этот поединок. Ну и, собственно говоря, запасные: Макар Екишев, вратарь, Андрей Куликов, Павел Арзубов, Никита Агафонов, Александр Ваюшин, Максим Немцев, Максим Медведь и Артем Зимин. Теперь, Валентина, пожалуйста, состав Сипсельмаша. Ну, я уже традиционно рассказываю о составе наших гостей, поэтому сегодня у нас в воротах Сипсельмаша Андрей Маслов,
35 номер, 18 номер Мельников Николай, 14 Сычев Игорь, 27 Михеев Юрий, 10 Ган Сергей, 25 Шубин Никита, 70 Петров Денис, Доровских Алексей, капитан команды под номером 84, 17 Вшивков Артем, 7 Леонов Евгений, 89 Павел Анисимов. Мы продолжим. Гимны России Пока и играют. Республики Коми. Прозвучали гимны России и Республики Коми. Валентина, дальше по составу вам слова. Да, продолжим. В команде из Новосибирска на скамейке сегодня пока Игорь Долгополов, это вратарь, 11 номер Петровский Кирилл, 12 Дарковский Егор, 44 Бобров Кирилл, Васюкович Степан, 66 и 77 Кузьмин Кирилл. Стоит отметить, кстати, что сегодня самое что ни на есть хоккейная погода в Сыктывкаре, минус 16 градусов на улице. Вот у нас тут в комментариях просто спрашивают. Прекрасно. Очень хоккейная. Но до прошлой игры было довольно тепло. Был сильный снег на матче против Кузбасса. Мы называли эту погоду настоящей строительской погодой, да, но вот сегодня немножко другие условия у команд, и игра должна пойти, наверное, повеселее, чем поединок с Кузбассом, да, где 2-1 строитель победил. Ну, зато победил. Зато победил, собственно. Это была первая победа строителя в Суперлиге. 4 очка Сыктывкарцы теперь. порадовались. Теперь 4 очка у сыктывкарского строителя. На 13 месте в турнирной таблице дружина Павла Франца. А вот Сипсельмаш на данный момент на 8-й позиции, замыкает зону плей-офф, на 1 очко опережает Байкал Энергию, которая сегодня обыграла московское Динамо с счетом 5-4. Вот, и наверняка в Иркутске с нетерпением ждут и матча Сипсельмаша в Сыктывкаре. Строитель показал, что набирает потихоньку форму и может дать бой, если не любому сопернику, да, то уж середнячку турнирной таблицы, даже крепкому середняку. Ну, разница у нас пока с замыкающим восьмерки 7 очков. Это вот как раз-таки Сипсельмаш с 11 очками. Пора сокращать, да? Да, пора сокращать. Ну и стартовал у нас первый тайм, стартовала игра. Мы видели, поменялись команды по лайнеру поля после небольшой жеребьевки. И с мячом сейчас сыктывкарцы. Несколько раз, соответственно, команды уже встречались в отечественном высшем дивизионе в рамках чемпионата страны. В прошлом сезоне в Сыктывкаре команды открывали Суперлигу, открывали сезон, и тогда
Сипсельмаш победил в довольно яркой, интересной борьбе со счетом 8-4. Новосибирские уже хозяева отпраздновали более уверенную победу 11-5. Тем не менее, выигрывал строитель Сипсельмаша для себя в позапрошлом сезоне Суперлиги. То есть для себя это позапрошлый, это 2009-2010 год. Тогда в столице республики строитель обыграл гостей со счетом 4-3, ну и на выезде получил довольно увесистые 1-8. Ну, наверное, можем договорить уже в статистике, раз начали. Да? В сезоне 2002-2003 годов команды играли в плей-офф за 17 и 22 места. И 4-4-7-3 в пользу строителя завершились эти встречи. В 97-98 году в плей-офф, если не ошибаюсь, это была 1/4 финала, 2-2, и на выезде строитель проигрывает 3-13. Тоже довольно такая увесистая победа Сипсельмаша. Ну и сезон 92-93 команда обменивается победами: 7-1 в Сыктывкаре и 6-3 в Новосибирске. Вот коротко, если говорить о статистике именно в Суперлиге. Здесь мы видим небольшое первое падение на второй минуте. Но пока мячом больше владеет, конечно, гость. Посмотрим, как будет дальше развиваться игра. Прошло всего 2 минуты. Продолжим наш разговор о статистике. Просто про строитель мы уже все рассказали, про наши игры с Кузбассом и встречи с Сипсельмашем в прошлых сезонах. А в прошлой игре Сипсельмаш играл также на выезде. Играл с Архангельским Водником. К сожалению, уступил 8-3. Вы болеете за Сипсельмаш? К сожалению. К сожалению, для болельщиков Новосибирска, да. К сожалению, для болельщиков Новосибирска, потому что противостояние Сипсельмаша и Водника, оно вообще довольно-таки давнее. Это еще с 90-х годов началось, когда Сипсельмаш стоял на второй позиции в Суперлиге, проигрывая только Воднику. Ну и это было первым поражением выездным Сипсельмаша в этом сезоне. Надеемся, что будет второе сегодня. До этого Сипсельмаш уступал в родных стенах в этом чемпионате Кузбассу, как раз со счетом 3-9. Да? То есть, если такие параллели бы проводили, да, то что Кузбасс мы обыгрываем, Кузбасс обыгрывает на выезде Сипсельмаш 9-3, то сегодня вообще град голов. Ну это так, конечно, ничего подобного вряд ли мы увидим. И первый стандарт, первый угловой зарабатывают гости у нас. Хотя, конечно, если вдруг сегодня какие-нибудь 9-3 в пользу строителя, будет вообще на грани фантастики. На грани фантастики. Все социальные сети, все сайты взорвутся от такой новости. Давайте посмотрим угол. Следует здесь ударом ворот. Максим Шакиров подбадривает игроков обороны. Давайте побыстрее надо выбегать, встречать. Блокируя такие удары, Максим у нас начинает все игры Суперлиги в стартовом составе. Говорят, что травма второго вратаря Дениса Кутаренко все-таки не позволяет ему полноценно тренироваться, попадать даже на скамейку запасных. А вот доверять место в основе пока Макару Екишеву, молодому нашему вратарю, кандидату в юниорскую сборную России до 19 лет, видимо, пока все-таки преждевременно. Тем более на домашнем льду, когда есть возможность зацепиться за очки. Очки, конечно, строителю, как и всем другим командам, нужны. Опережают сыктывкарцы только 2 коллектива. Это Мурман и Родин. Ну и совсем недалеко ушли Зоркий и Волга. Ну, команды, с которыми, в принципе, сыктывкарский клуб должен побороться за место повыше в турнирной таблице. С учетом всех проблем, которые свалились и на Ульяновский клуб, и на красногорцев. Почему бы и нет? Ну, это уже, грубо говоря, 11-е, например, место. Уже шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном. Давайте, Алексей, будем сегодня рассчитывать только на эту игру. В принципе, с Сипсельмашем сегодня мы тоже можем потягаться или хотя бы показать красивые голы, потому что команды обе молодые. В каждой команде есть воспитанники местных школ. Конечно, Сыктывкар не заявляет и не носит звание лучшей школы. Да. По хоккею. Здесь удаление первое в составе новосибирского клуба. Удаляется 10-й номер Сергей Гал. Тоже абсолютно не нужно нарушение правил. В общем, мяч уходил уже за пределы поля, и зачем было толкать сзади
хоккеистов хозяев, ну, уму непостижимо. На ровном месте просто зарабатывает себе 10 минут штраф. Ну, что касается Сепсельмаша, да, молодая команда, яркая. Да, в ее матчах довольно много мячей. Это не только 3-9 с Кузбассом, это и 9-3 обратные в ворота Волги. Это вот опять же 3-8 Водник, 5-5 Зорки, 9-0 Сепсельмаш на родном льду обыгрывал Родину в этом сезоне, играл 2-2 со стартом. И начинал чемпионат победой над Уральским Трубником со счетом 6-4. Это серьезная заявка на выход в плей-офф в этом сезоне. Новосибирцев, в принципе, задача стояла, по крайней мере, да, перед сезоном, наверное, до сих пор остается. Сыграть лучше, чем в прошлом сезоне, то есть, наверное, войти в четверку по итогам регулярного чемпионата. Будем объективны, наверное, на 3-4 место, да, то есть вряд ли СКА «Нефтяники», там, Красноярский Енисей на финише чемпионата будут готовы кого-то пропустить вперед себя. Ну, Раз уж мы заговорили о четверке, я тут вставлю ремарочку. Попробуйте. Для тех, кто не в Сыктывкаре, и для тех, кто подзабыл, напомним, 30 ноября в Сыктывкаре стартует Кубок 4. Да, первый Финал матч Кубка как раз России, таки, да. да, финал Кубка России. И мы увидим в деле самые сильные команды именно этого турнира. 30 ноября пройдет первый круговой матч. 2 там даже, да, Алексей? Нет, 30-го, потом... Первого? Первого и финал, да, тоже. Я вот, честно, сейчас с собой не взял уже расписание. Пока что готовимся к Но этой финальный игре. матч мы увидим 3 декабря. Да, Ой-ой-ой, здесь как тут опасно. не очень уверенно на выходе сыграл голкипер Сепсельмаша и Никита Свиридов с мячом. Упустил строитель мяч. Нет, не Не, упустил, нет. там была борьба за мяч штрафной. Сейчас только попытка контратаки гостей, но на подборе первого сыктывкарца просто делал заброс наперед, чтобы успеть дойти в оборону. У нас сегодня пустенько в комментариях трансляции. Может быть, нам комментаторы подскажут, или Алексей мне подскажет, который сейчас час в Новосибирске. Нет, я точно не подскажу. Здесь был сейчас удар по воротам строителя, заблокировали. Не совсем не глубокая ночь, это уж точно. Не так далек от нас город, как тот же самый Хабаровск, Красноярск. Могу ошибаться. Географические познания вот сейчас оставляют желать лучшего. Почему именно сейчас? Знаете, в свое время были хороши. Когда в школе, естественно, учился. В далеком 2005. Детство, да? А так у нас Сепсельмаша. Ну, пока что невысокие скорости в игре. Мы видим строитель с мячом. Но опять же, побыстрее сейчас команда передвигается, да, чем в матче строитель Кузбасс. Вышел помянуто. Попытка была то ли сделать прострел, то ли заработать угловой. Не совсем хорошо это. Алексей, нам комментаторы все-таки рассказали. 22:40 сейчас в Новосибирске. Ну, да, нормально, кстати, так уже. Добрейший поздний вечер. Ну вот, в 22:40 сегодня будем Лигу чемпионов футбольную смотреть. А строители? Зарабатывают это главное. Да. А с 22:40 будет Ливерпуль ПСЖ по телевизору. А в Новосибирске 22:40 по их времени строитель Сепсельмаш. Не знаю. Стоит поспорить, да, Да, что да, интереснее. Что интереснее. Но здесь, я думаю, голов побольше будет. Есть розыгрыш. Даже была попытка нанесения удара. И попытка уже контратаку. Но здесь, видимо, слишком скользкий сыктывкарский лед для новосибирских коньков. То есть лед нас не устраивает в любом случае. То есть по колено снега, слишком скользкий. Ну, Да, я есть не какие-то знаю, претензии? не слышал претензий от Павла Франца по льду в матче с Кузбассом. Как раз там нас все устраивало. Здесь проход по центру на дальней штанге. Защита Сепсельмаша четко играет. И еще один стандарт строитель. Еще один угловой. Ну что, мы, конечно Я же, ждем, что строитель откроет счет. Я думаю, что 10-я минута пошла. Павел Франц бы, наверное, не отказался, если бы строитель все матчи проводил на такую погоду, какая была в игре с Кузбассом.
знаете, довольно неплохо себя там показывают сыктывкарцы. Следует еще. Здесь снова мы не совсем увидели даже развитие эпизода. Видим только, что удара Был. такового. Да не, это можно назвать ударом, да, вот как Чак Норрис бы сказал. Ты называешь это ударом, вот это удар. Вот. Ну, ударов ногой с разворота здесь мы, к сожалению, не увидим. Наверное. Но будем надеяться, что не увидим все же. Ну, по крайней мере, это было бы тоже немножко повысило бы градус борьбы. Да, нам показывали арбитров. Не представили мы сегодня бригаду судей. Дмитрий Анинкин, Игорь Дердюк, Марат Мухамедзянов. Все трое арбитров из Казани. Резервный судья Юрий Габов с Сыктывкара. Ну, арбитров пока незаметно. Это, в принципе, самая главная оценка их работы в любой встрече. Главными на поле должны быть хоккеисты. Ну и болельщики, наверное, тоже все-таки хотелось бы услышать поддержку от сыктывкарских трибун, от людей, которые не побоялись в будний день в минус 16 градусов прийти и посмотреть хоккей с мячом. Вот если честно, мы пока не знаем, сколько человек на трибунах в Сыктывкаре, а на матче Севсельмаша с Водником по данным Федерации присутствовало 2000 человек. Представляешь, Алексей, как в Архангельске уважают русский хоккей? Ну, Валентина, конечно, 2000. Не могу как бы подвергать сомнению эту Вычитала цифру. это в интернетах, честно. Нет, я же понимаю, да. То есть еще и официальный протокол, на котором тоже указано количество зрителей. Может быть, чуть меньше, но есть момент, и очень хорошо снова накрыли удар гости. Вот. Может, чуть меньше, может, где-то в районе того. Все равно цифра приятная для хоккея с мячом. У нас здесь 2000, по-моему, даже на матче открытия не было. Ну, это в этом сезоне. В прошлом сезоне не отмечались такие В серьезные прошлом сезоне цифры. у нас, конечно, и 10 тысяч было, да, если брать неофициальную статистику и матч с финским Вейтере. Тогда тоже отмечали, что матчи в плей-офф посещают меньше, чем товарищеский матч Сыктывкарского строителя. Но это был действительно прошлый сезон. Здесь, мне кажется, в этом уже немножечко приподъелись, да, принаелись, присытились наши болельщики некоторые. 100 рублей вход. Ну и 100 рублей вход, не знаю, согласен. Сейчас нет команды в Республике Коми, где был бы бесплатный вход на трибуну, да, для всех категорий. То есть того же встречи, например, бесплатный вход для женщин, детей, студентов, льготных категорий, да, там, пенсионеров, инвалидов, участников боевых действий. Алексей, я думаю, это можно очень долго перечислять. У нас Льготные широкий категории, перечень да. льготных категорий. Ну вот вы, например, вы прошли бы бесплатно на игру. Я вот сейчас Греется даже немножко сердце, да? озадачилась. В какой категории меня причислил Алексей? Я тоже немножко озадачен. Вот. Так что, не знаю, 100 рублей нормальная, хорошая цена. На том же мини-футболе 200. Тоже суперлига. На баскетболе 50 с учетом того, что высшая лига. Ну, второй дивизион, суперлига 1 считается. Поэтому вопрос по билетам давно назревал, и я так смотрел, в большинстве городов России тоже билеты платные. Где-то даже и по 200 рублей. По-моему, в том же Иркутске. Вот, ну и абонементы в Сыктывкаре тоже подешевле, чем в других городах. Не во всех, прямо скажем, да. Ну, пока мы тут обсуждали цену билета, мы увидели, как гости все-таки не дают строителю прорваться к своим воротам. Ну и сами особо, конечно, на чужой половине мало что создают. Ну, Прошло сейчас уже больше... почти 15 минут. Мы вот Максима Шакирова в деле увидели Один раз. сейчас, да, когда он поймал довольно слабо летящий в него мяч. И вот такие потери, конечно, на своей половине поля нельзя совершать. Не очень хотелось бы просто сглазить, да? Алексей сказал про поддержку трибун. Мы уже в трансляции слышим поддержку трибун сыктывкарских. Кто-то там очень громко кричит. Видимо, болельщики все-таки ждут победы строителя. Ну, после победы над Кузбассом, я думаю,
все ждут победы строителя в Сыктывкаре. Это был бы неплохим подарком для людей, пришедших на трибуны, учивших нашу трансляцию, но только не тех, кто в Новосибирске, конечно. Они, конечно, пришли посмотреть победу своей команды, да? Включили трансляцию. В полном составе, так понимаю, Сипсельмаш. Вышел Сергей Ган. Вот. Ну, вот по той игре, которая сейчас идет, действительно трудно предугадать, какой может быть результат этой встречи. Абсолютно не будет, не удивлюсь любому исходу. Здесь нарушение правил, да, показывает. И 12-метровые ворота Сипсельмаша. Вот это интересно. Одно дело, конечно, заработать его, другое дело реализовать в этом сезоне, да и в прошлом, если честно, у Строителя были небольшие проблемы с реализацией. Здесь вот смотрим, да, толчок в спину, падает хоккеист Строителя, 12-метровый, и удаление у Сипсельмаша. Очень хочется, чтобы игрок гостей от всей души ему желаем вернуться на лед уже в считанные, через несколько секунд, да, чтобы не мерз человек. Даже в течение минуты. Да, ну, в общем, как только вот сейчас мяч в воротах окажется, дай бог, да, пусть выходит на лед, чтобы не мерзнул. На скамейке находиться в такую погоду это чревато для здоровья. Исключительно забота о хоккеисте. О здоровье. Да. Только всего. Так, смотрим за этим ударом. И вратарь на месте. Да. Не Не получилось. видел, кто это бил, но По-моему, Евгений Люхин у был. нас чаще всего Денис Судаков исполняет 12-метровый. 39-й номер. Евгений Люхин 37-й. Если вы так в памяти, Валентина. Вот Никита Шубин у нас удален. И игрок Строителя и Андрей Маслов решили ему продлить штрафное время. Да? Не продлить, а оставить его на скамейке штрафных. Ну что ж, первый промах Строителя. Мы продолжаем надеяться на лучшее. И довольно-таки странно, конечно, то, что 18-я минута идет. Мы не увидели пока ни одного гола от двух молодых и довольно-таки быстрых Ну и по сути команд. даже ни одного опасного момента, да, кроме этого 12-метрового. Вот сейчас нам покажут. Он показывает только почти даже сходу зафиксировал. Да? Точно в руки прилетел мяч. Ну вот проблема с реализацией, конечно, есть у Строителя. Это и касается и выходов 1 в 1, и 12-метровых ударов на это. И Павел Франц тоже жаловался на послематчевой пресс-конференции с Кузбассом. Тоже отмечали там в социальных сетях болельщики, что Кузбасс мог забить свой голевой момент на 90-й минуте, выиграть эту игру, не было бы никакой сенсации. Ну, если бы Строитель все свои голевые моменты реализовал, которые у него были в течение первых 15 минут, того там уже минимум 3-0 бы горело, и, скорее всего, по той игре, которая была, кемеровчане точно бы не отыгрались. Так что реализация моментов, не знаю даже, как это, не слабое звено, да, просто ее нужно улучшать. Пока что немножко хромает, да? Реализация у нас это какой-то такой стойкий оловянный солдатик, который никак не хочет исправляться. Но мы снова можем сослаться на молодость команды. Да. И еще один. И вот сейчас гол, да? Сейчас Денис Судаков отличается. 1-0. Да, вот принимает поздравления. Вот, ну, только хорошо, пожалуйста, на реализацию сразу же забили. Все, прекрасно. Давайте ныть дальше трансляцию. Давайте ныть в эфире. Как же так, не забиваем гол. 1-0. Вот как раз Денис с мячом. Есть удар. И есть гол. Прекрасно. Даже сейчас вот трудно, давайте вот с этого ракурса посмотрим. Вот он. Над плечом, да, на неудобной для вратаря высоте проходит мяч. Отличается игрок Строителя. 20-я минута, счет встречи наконец-то открыт. Вот вышел теперь все-таки Никита Шубин. Наше пожелание с небольшой задержкой все-таки реализовалось. Кроме нытья можно желать здоровья гостям из Новосибирска. Которые сидят на скамейке штрафников. Исключительно. И мужественно переносят сыктывкарские морозы. Ну, конечно, еще не такой мороз, да? Ну, в прошлом сезоне мы и в минус 30 играли, Да, насколько да. мне помнится. Не знаю насчет минус 30 в прошлом, но, конечно, бывали игры в минус 30. В высшей лиге уж точно. Я помню, как Строитель играл с Мурманом. Сам работал фотографом на этой игре в минус 34. Телом закрыл мяч наш игрок довольно было Строителя. неприятно.
Но мяч у сыктывкарцев остался, это главное. Не знаю, как Сипсельмаш вот по той игре, которая сейчас планирует менять счет. Мне кажется, не очень, наверное, довольны зрители и болельщики из Новосибирска. Ну, Алексей, загадывать еще рано. Это только понятно, половина что первого загадывать тайма рано. еще даже не прошла. Вчера мы тоже, если кто-то смотрел Лиги Чемпионский матч ЦСКА, да, Виктория Пилзень, там чехи тоже особо в первые полтайма ничего не создали, но выиграли встречу. В концовке встречи. Вот знаешь, знаю. как в одном из Знаю ли интервью, ты, знаешь ли ты вдоль ночных дорог, да, Валентин? сказал главный тренер Сипсельмаша Алекс Чубинский, он применяет к своей команде метод кнута и пряника. То есть сейчас, если Сипсельмаш не забьет, то мы, наверное, увидим, точнее, Кнут. или услышим. Кнут, да? Да, кнут в перерыве. Вряд ли это будет, забейте, пожалуйста. Да. Но мне кажется, что такой метод и в строителе тоже применяется. И еще вопрос, да, у кого кнут жестче? Атака еще строителя, здесь Артем Лихачев, 8 номер. Но не дали ему выйти на ударную позицию, и даже более того, не удалось заработать угловой в этом эпизоде Артему. Отличался, кстати, Артем Лихачев в прошлом сезоне в домашнем матче против Сипсельмаша. Не будем пока говорить, что это его любимая команда, да, но тем не менее. Первый мяч в Суперлиге для себя Артем Лихачев забил на ворота Новосибирского клуба. Ну и в этом сезоне уже тоже отличался, кстати, победный мяч в ворота Кузбасса именно на его счету. Кстати, стоит отметить то, что в составе строителя есть экс-игрок Сипсельмаша, это Никита Свиридов. Он провел, по-моему, один сезон вместе с этим клубом. И вот Сейчас атака еще одна хозяев. Здесь первый из ворот своих как раз Ган Сергей. Да? Прервал передачу, там был уже готов нападающий с третьей замыкать. Ну что ж, потихонечку скорости повышаются, ну что не может не радовать. Ну, кстати, исторический момент, да, вдруг кто-то не знает из зрителей. Сипсельмаш был образован в Новосибирске в 1937 году под названием «Строитель Востока». Так что сегодня у нас играет строитель Востока. В общем, будем строить хорошую, красивую игру сегодня. Стандарт был сейчас и остается еще у ворот хозяев поля. Нет стандарта. Нет, мяч переходит к строителю. Обычно, да? Не строителю Востока. Чемпион России. Сипсельмаш 94-95 года сезона. Трехкратный серебряный призер. Финалист Кубка европейский чемпион, даже чемпион РСФСР. И бронзовый призер турнира на призы правительства Российской Федерации. Вот такой достаточно титулованный соперник Сыктывкарского клуба. У нас, конечно, тоже есть что ответить, да, все-таки. Один раз мы серебряные медали выигрывали. И высшую лигу дважды брали в современной истории. Ну, а пока у нас есть чем ответить в плане удаления. Да, у нас в меньшинстве остается Сыктывкарский клуб на 10 минут. И вот здесь мы желаем нашему хоккеисту просидеть все эти 10 минут на скамейке штрафников. Отдохнуть, расслабиться. Чтобы отдохнул, одумался, да, чтобы не нарушал больше правил в ненужных ситуациях. Это Денис Садаков. Мне кажется, Денис сегодня отмечается в протоколе всем, чем только можно, да. По-моему, все-таки, я считаю, не видели мы это толком, да. И с повтором трудно было понять. По-моему, все-таки именно он бил 12-метровый. Кстати, в техонлайне можно посмотреть. Пока что Денис, как я понимаю, 12-метровый не забил, гол забил и удаление получил. Берет от жизни все. Да, абсолютно. Как, опять же, в других видах спорта, забей мяч, отдай передачу, получи карточку и подерись. Нет, ну драться-то совсем не обязательно, конечно. Это да, с нами тут сложно поспорить. У нас уже большая часть первого тайма позади. Перевалил нас первый тайм за экватор. Строитель ведет во всех смыслах. И по владению мячом, Ну вот и сейчас по забитому голу.
Сейчас довольно плотно встречают хоккеисты гостей. Тоже не дают пробить, не дают оторваться от... Буквально на плечах висели у хоккеистов Севсельмаша строители. Вспомнили про Кнут. Не только мы про него вспомнили. Не видно, да, в техонлайне? В техонлайне не видно, кто пробивал 12-метровый. Ну, ничего страшного. Я думаю, мы как-то этот момент переживем. Главное, чтобы он потом пережил. То в перерыве, наверное, Павел Яковлевич Франц пару слов-то скажет про такое исполнение 12-метровых ударов. Сейчас был удар по воротам строителя, мяч прошел выше, особо Максима Шакирова этот выстрел не смутил. Ну и хочу отметить, что параллельно с нашей игрой проходит встреча в Нижнем Новгороде, где Старт принимает Кировскую Родину и в 28-й минуте выигрывает 3-0. Там уже многое становится понятно. Да? Вряд ли, конечно, кировчане смогут отквитать такое отставание, но хоккей с мячом по-прежнему был и остается непредсказуемым видом спорта, так что все еще возможно. Ну и параллельно проходит чемпионат мира по шахматам тайбрейк. Ну еще мы ждем начала игры Водника с уральским трупником. Прям ждем? Ну почему бы и нет? Ну давайте подождем. Здесь атака строителя Александра Ваешин по флангу, уходит на свой любимый фланг, получает по ногам. Пытался, конечно, удержаться на льду, пытался сохранить равновесие, но все-таки не смог. Ну и параллельно Сыктывкарская Ника играет с Казаночкой, проигрывает 18-32. Это баскетбол, хочу уточнить, да? Вторая четверть идет. У нас такой день спортивный в Сыктывкаре. Сказал так, как будто у нас чемпионат мира по шахматам проходит. Да? Было бы неплохо. Сыктывкар на своей половине. Здесь удаление Кирилла Боброва. В равных составах сейчас команды. А равные составы это означает, что есть появляется чуть-чуть больше пространства. Равные составы с одним удаленным. Алексей, начинай желать здоровья. Я думаю, что... Ну, пока гости с мячом. Не всегда наши такие пожелания могут сбываться. Здесь атака Севсельмаша. Зарабатывает угловой гости. Здесь Никита Сферидов не совсем доволен действиями партнеров по команде. Ну, а Максим Шакиров готовится спасать свои ворота, так как он делал неоднократно уже по ходу этого чемпионата. Вратарь, у которого работа, наверное, больше, чем у всех полевых. Если взять. Здесь мяч остается в поле. Оставался уже от ворот. Ну, пока что в этом матче прям вот таких вот умопомрачительных сейвов от Максима Шакирова, да и, в общем-то, и от Андрея Маслова мы не видели, да, кроме 12-метрового, да, который Маслов вытащил. Да. Самый яркий момент пока вратарей. Ну, Маслов, с одной стороны, вытащил пенальти, а с другой стороны, вытащил потом мяч после удара с острого угла, вытащил из-за своей спины, из ворот. Я, насколько помню, повтором все-таки сам вылетел. Сам вылетел? Ну, ничего страшного. Решил не напрягать вратаря лишний раз. Это я имею в виду, вытащил уже, в смысле, вытаскивал, когда мяч залетел. Вытаскивал, здесь... Ох, там такие такая вот падения на Валентина. поле серьезные. Ничего Ну, страшного. Ничего страшного. Все без хорошо. последствий. Да. Мяч остается в Севсельмаше. Вот такие полчаса вязкой, упорной игры. Но трудно, наверное, ожидать было от строителя такую атакующую, да, сверхрезультативную манеру ведения встречи. Строитель, вот если бы у строителя был состав как у СКА, тогда, конечно, пожалуйста. А здесь строитель играет с командами, которые все-таки выше его пока что классом, и от обороны на контратаках, на владении где-то, может быть, даже порой не можно сыграть.
Но в любом случае, как говорил наш главный тренер на уже нескольких пресс-конференциях, пока командой он вполне доволен. И игрой он вполне доволен, как наша команда защищается. Вот на данный этапе, по крайней мере. Не в матче с Енисеем, да? Ну, здесь других результатов можно было даже не ожидать. То есть непонятно, кто на что надеялся. Да. Ну, те, кто разочаровывались. Нет, я вот, честно, я смотрел повтор встречи, так, бегло. Вот старика Хаттабыча на трибуне я не видел. Вот, пожалуй, единственный человек, который мог повлиять на результат этой встречи, на исход. Вот, его почему-то не было тогда. Надо завести, Алексей. Проработайте этот вопрос, пожалуйста. Ну, срочно в магазин антиквариата, да, все лампы будем скупать. Скупать и тереть. Можно даже без ламп обойтись, придумать какого-нибудь другого фольклорного персонажа, более зимнего, морозоустойчивого такого, для трибуны строителей. Дед Мороз, да, например? Вот, у нас же есть много коми-персонажей, вспомните коми-фольклор. Да. Эти тяжелые минуты воспоминаний. Ладно. Если возвращаться к игре, то, в принципе, пока мы вспоминаем персонажей коми-фольклора, ничего не изменилось. Минутка ликбеза. На коми-языке Дед Мороз называется Кэджет-Поль. Вот его вполне можно высадить на трибуну и ждать чудес. Хорошо. К слову о чудесах, Дед Морозах и подарках. Валентин, да? У нас ведь в перерыве будет проводиться конкурсы для болельщиков, где будут разыгрываться призы от наших любимых, дорогих, уважаемых партнеров от компании МКреп. Да? Что там у нас, напомните? От компании МКреп, которая нам подарит подарок для мужчин. МКреп — это мир крепежа, электроинструмента и прочих всяких строительных нужных вещей. В интриге. Подарок для мужчин. И именно сертификат на вот эти вот все нужные мужские вещи подарит компания и одному из болельщиков. В общем, сегодня проиграл тот, кто не пришел на трибуны стадиона. Также в розыгрыше будет участвовать сертификат от автошколы «Вираж». А еще один подарочек подарит официальный дилер автомобилей «Шкода» в Республике Коми, автосалон «Квета Авто». Вот на перерыве мы как раз узнаем, что это будет. Да, ну и болельщики, которые посещают все матчи строителя в конце сезона, будут претендовать на специальные призы от наших партнеров, в числе которых и «Центнер Бензин». И здесь есть момент у строителей... И вот мы не видели, смотрим повтор. Здесь опять Денис Судаков не реализует выход 1 в 1. Как так? Да. Ну вот Денис, я говорю, у нас сегодня просто... Если обычно у нас Максим Шакиров лидирует по количеству упоминаний, да, то сегодня у нас Денис Судаков. Не забивает пенальти, забивает чудовищный удар по красоте, удаляется, не реализует выход 1 в 1. Вот я не знаю, что еще нужно для полного комплекта. Да? У вас full house, Денис? Может быть, у него сегодня день рождения? Нет, по-моему, нет. Какой-то важный для Дениса день явно сегодня. Такая прыть просто. Сегодня... Какой у нас? Сегодня среда? Сегодня среда. Вот сегодня среда у нас. Конец ноября, вечер, среда. Что еще нужно, чтобы запомниться болельщикам и зрителям трансляции? Забить. И 2-0. Вот видите, Алексей. Не хватало, да, то есть как бы чего-то нам. Вот 2-0 это уже неплохо. Денис может не расстраиваться, да, все свои не забил с пенальти, забил через пару минут, не реализовал выход 1 в 1, забили после углового, получившегося после этого выхода. Тоже хорошо. Вот Иван Кораблин у нас показывает, забил мяч. Плашечка, конечно, хороший Максим Зубарев, но здесь мы видим, что это Иван Кораблин, номер 3 все-таки. И тайм-аут берет Сипсельмаш. Да, здесь смотрите, вратарь был снова близок, чтобы отразить выстрел. 35-я минута, тайм-аут берут гости. Ну, мы пока расскажем про суперпризы, который прервал гол. Да. И выход 1 в 1 Дениса. Так вот, центнер бензин. Не просто центнер бензина,
А 100 литров бензина от информационного агентства БНК, которое ведет именно вот эту вот трансляцию, является генеральным информационным спонсором команды «Строитель». Также мы разыграем в конце сезона велосипед фирменный «Шкода», на котором его обладатель отправится на велоночь. Ну, это еще одно наше мероприятие прекрасное. О нем мы расскажем чуть позже. Не хватит нам одного тайм-аута для рассказа про велоночь в Сыктывкаре. Да, ну это так. Шутка для тех, кто в теме, как говорится, Для сыктывкарцев. прежде всего. Завершен тайм-аут. Да, ну, попытался наставник гостей, наверное, все-таки встряхнуть свою команду. Довольно пока блекло смотрелся Сипсельмаш. Алексей, нас тут немножко поправляют. Да. Выход 1 на 1 не забил Башарымов. Алексей. Башарымов? Да. Сух, с чем мы все на Дениса Судакова наговариваем, да? Башарымова тоже. Просим Нужно прощения у реализовать. внимательных наших зрителей. Ну, мне просто показался, честно, мне 23 номер показался, 23, а Алексей Башарымов 28, то есть... Легко ошибиться на самом Да. деле. Ну, спасибо внимательным, очень внимательным зрителям. Осталось меньше 10 минут. Вот мы, поверьте, смотрим точно такую же картинку, как вы видите вы. Это один экран, никаких там, знаете, навороченных 25 экранов с онлайн-подсказками. Алексей, я вам уже говорила. Было бы хуже, если бы вы смотрели в окно. Ну, еще один удар по воротам Сипсельмаш, здесь мяч проходит мимо. Была Строитель, идея- говоря на молодежном сленге, жжет просто. Была идея проводить не смотря в окно, а прямо на трибуне. А тогда в эфире мы бы услышали бы много приятного об игре, О погоде. о погоде. И маркировочка была, наверное, 18 плюс. Это идея для стартапа, Алексей. Да уж. Трансляция Как быстро 18+. заблочат наш YouTube канал. Вот. Ну, хочется, наверное, еще добавить, что сегодня и у строителей, и у Сипсельмаша играли молодежные команды. Играли, конечно, не с друг с другом. Да. Шор-1 строитель сегодня обыграла Волгу Черемшан со счетом 3-2. И одним из мячей, кстати, отметился Никита Агафонов, 7 номер, который сегодня находится и на скамейке запасных Сыктывкарского клуба. Ровно как говоря, и Андрей Куликов, Павел Арзубов, тоже игроки основы именно высшей лиги. А Сипсельмаш 2 в третьем туре высшей лиги уступил сегодня у себя дома абаканским Саяном со счетом 0-2. Оба мяча новосибирская молодежка пропустила в первом тайме. Вот. Ну, а в это же время параллельно в Архангельске начал Водник играть с уральским Трывником и уже забил Водник первый гол. В общем, Водник тоже жжет. Ну, Водник в этом сезоне, мне кажется, тоже нацелен на самые высокие задачи. Побороться за медали. Вполне это по силам Архангела бороться, хотя в этом чемпионате мы видим, что какая конкуренция. И действительно, каждый реально может сыграть хорошо с каждым. Не могу говорить, что прям обыграть, да, то есть, но отнять очки это без проблем. Вот здесь момент, и забивает Сипсельмаш 2-1. Раздосадан Евгений Ильюхин. Раздосадан, наверное, все мы с вами, да? Абсолютно ненужный мяч в концовке первого тайма. Уйти на перерыв при счете 2-0, это было бы очень даже хорошо. Но вот здесь провал какой-то в обороне. Вышли в 2 в 1 буквально. Хоккеисты Новосибирска. Давайте сейчас посмотрим. Вот, 17 номер, пас. И там уже просто расстреливает Максима Шакирова. Никто не успевает. Да, чисто просто. И еще с первого раза не попал по мячу. 89-й номер Павла Анисимова. Не попал по мячу, пытался пробить сходу. А вышло даже, что получилось подработать себе снаряд. И после этого уже, мне кажется, даже чем-то вот дезориентировать Максима Шакирова, который чуть раньше, наверное, упал из-за этого, чем нужно. Ну, это закрывая очередной угол. красивый момент в этом матче все же. Несмотря на то, что гол прилетел в наши ворота. Но мы, конечно, бы предпочли бы эту красоту не видеть. Здесь в атаке Сыктывкарский клуб. Но, по сути, и один момент у Сипсельмаша, и они его в жизнь воплотили. В общем, реализация 100%. Ну вот, будем гадать, помог ли им тайм-аут и внушение от тренера. Либо так сложились звезды. Ну, в СМИ напишем, что помог. Обязательно. Так и напишем. Читайте репортаж на БНК. Тех, кто не хотел смотреть трансляцию до конца. Вот. Ну, 41-я минута, немножечко у нас остается уже до конца первого тайма.
В принципе, с 2-1 тоже бы неплохо. Главное не пропустить. Больше, да? Ну, заметьте, Иначе- Алексей, у нас тут команды оживились так. Мы уже видим более высокие скорости, чем в самом начале игры. Я думаю, что самые высокие начнутся в дебюте второго тайма. Когда время, в которое строители, я так понимаю, пропускают мячей больше всего. И мы это видели в том числе и по матчу с Кузбассом пресловутым, да, и Байкал Энергия сделал результат именно в дебюте второго тайма. Что вот час X будет по 45, наверное, по 55, по 60 минуту. Если по истечении 60 минуты строитель останется в лидерах, то сыктывкарцы будут близки очень сильно к тому, чтобы набрать очки. Какой оптимистичный прогноз. Ну, Вот, кстати, если брать матч с Байкал Энергией, нас вот конец второго тайма подвел немножко. нет, нас подвел не конец второго тайма, Валентин, нас подвело начало второго тайма. В конце у нас еще и Макар Екиш успел выйти, который вообще на 0 отыграл. И угловой зарабатывает Сепсельмаш. Ну, пока еще ни одного стандарта забито не было в этой игре. Да сплюньте, ну куда вы сглазить все хотите-то? Ну? Кто, я сглазить? Ну да. Нисколько. Ни в коем случае. Ну вот сейчас, если вдруг что будет, я вам волосы вырву. Вот он, террор. Да-да-да. Вот, все. Все вроде, да? Все. Вот теперь все хорошо. За прическу можете не переживать. Это По парикмахеру завтра идти не надо. Мне кажется, Алексей, вас нужно на поле выпускать. Для устрашения. Без шлема, без маски. Да. В общем. Вот, допустим, кому-нибудь, даже Денису Садакову, вот не забьешь, и я тебе волосы. Я думаю, что тогда у меня половина команды высыпала. Контратак строитель Никита Свиридов проходил, и мяч останется в итоге у новосибирской команды. У нас 2,5 минуты основного времени первого тайма осталось играть. У нас еще 1,5 за тайм-аут добавлено. Поэтому не спешите выключать трансляцию и отходить от компьютера, когда закончится 45 минут. Будет у нас еще немножко добавлено. Здесь следует удар. Не очень хорошо получился, он прошел. Ну, заставил мимо, да. понервничать все равно. Вратаря соперников. Мне кажется, вратарь такой понервничал и успокоился. Видел он уже прекрасно, что мяч пролетает, в общем-то, далеко от него. Трибуны у нас включились, отметьте, да? Поддерживает команда. Здесь потеря в исполнении гостей. Никита Свиридов снова с мячом. И снова прострел, и мяч в руках Андрея Маслова. Ну, не все же одному Максиму Шакирову работать на матч, правильно? Ну, это да. Хотелось бы, конечно, чтобы почаще мяч оказывался в штрафной площадке гостей. Пусть Андрей Маслов поработает. Не мерзнет опять же, да? Возвращаясь к теме беспокойства о здоровье гостей. У нас сегодня трансляция проходит в режиме какого-то гипноза хоккеистов-строителя. А я думал, что вы чувствуете себя Еленой Малышевой, да, которая беспокоится о здоровье. Мы просто сидим и гипнотизируем вот так вот экран и желаем здоровья. Да. Ну, это норма. Это норма. Я пока Алексею отвечу на вопросы комментаторов. Меня зовут Валентина. Очень приятно. Забыли мы в начале игры представиться. В эфире прекрасный Алексей Карпов. Ну и не менее прекрасная я, Валентина Захарова. Я думаю просто, какую фамилию называть. Из псевдонимов своих. Валентин, надо номер телефона, наверное, еще оставить. Свой, для болельщиков. И да, комментаторы видят ваши комментарии, дорогие наши зрители. В кои-то веки. Ну, просто предыдущие разы мы без ноутбука смотрели эти игры. Ну, это, видимо, я такая общительная, то, что мне нужно сразу же поговорить с комментаторами на Ютубе. Можно стрим запускать. Ну, у нас дополнительное время уже пошло первого тайма. Такая игра практически без моментов. Большинство моментов завершились взятиями ворот.
или все-таки повлияли на изменение счета. Здесь падение хоккеиста Новосибирска. Без Сорвалась 12-метрового все обошлось. Давайте здесь посмотрим. Вот даже... Фигурное катание мы видели сейчас. Да, знаете, Евгений Плющенко позавидовал. Здесь атака Строителя, и довольно жестко встретили Александра Ваюшина, но в рамках правил. Мне казалось, надо было пораньше избавиться от мяча. Все-таки было два партнера по сторонам. Можно было и направо отдать, и налево. Ну, как нормальный мужчина. Павла Франца нам показывают, раздающего кнут. Или даже пряник. У меня другое слово прокралось. Я думал, неужели вы озвучите его в эфире? Что еще можно раздавать? Куличи. Баранки. Ну, это в перерыве уже. В перерыве, да. Всему свое время. Ну, вот подходит последние же секунды первого тайма. Я уже поторопился. Есть атака Сексельмаша. Нужно вот как бы ее вот выставить бы хоккеистам Строителя. Негоже давать сопернику атаковать за 5 секунд до свистка об окончании первой половины встречи. И уже теперь с мячом Сыктывкар. Добавляет судья информатор, что последние минуты, значит, на расчет это было добавлено. Мы теперь судью информатора слушаем внимательно. После игры с Трубником, да? Мало ли, вдруг там, вроде как бы думаешь 1,5, а оказывается 4. Надеемся, никаких изменений нам дополнительная минута не принесет в расклад на поле. Ну, в принципе, пока все скучно, я бы даже так сказала. Ну, есть еще вот атака Септилимаша. Втроем встретили игрока гостей. Кирилла Петровского, если не ошибаюсь, 11 номер это был. И уже возле своих ворот такие виражи делают какие строители. Время тянет. Все тот же самый Никита Сферидов. Выбросил мяч на чужую половину и перерыв. 2-1. Довольно неожиданный, наверное, все-таки счет для любителей хоккея с мячом, хотя мог Строитель выходить и вовсе не пропустил, да, оставил ворота неприкосновенность. Но тем не менее 2-1, счет такой, какой он есть. Поэтому мы немножко, да, ждем продолжения и вернемся в эфир через минут 20. Приходите на матчи Суперлиги Чемпионата России по хоккею с мячом и болейте вместе с нами за хоккейный клуб «Строитель». МКреп. Надежная опора строителя.
Да?
Приходите на матчи Суперлиги Чемпионата России по хоккею с мячом и болейте вместе с нами за хоккейный клуб «Строитель». МКреп. Надежная опора строителя. Возвращаемся в Сыктывкар, где у нас уже практически все готово к возобновлению поединка между Строителем Сыктывкар и Сипсельмашем Новосибирск. После первого тайма довольно неожиданный для болельщиков, наверное, счет 2-1 в пользу Строителя. Ну и надеемся, что второй тайм нам также подарит немало интересных, необычных, ярких моментов. Мы видим сейчас, как наши болельщики в Сыктывкаре возвращаются на трибуны в мороз, который у нас здесь держится около 16 градусов. Но болельщики бодры, веселы, ждут продолжения игры. Напомним, в перерыве прошли конкурсы от партнеров клуба «Строитель». Болельщикам достались прекрасные призы. Это сертификат от магазина МКреп, который занимается различными крепежными изделиями и электроинструментом, также автошколы «Вираж», и официального дилера автомобилей «Шкода» в Республике Коми, автосалона «Квета Авто». Чуть позже мы расскажем о суперпризах для болельщиков Сыктывкарского клуба, которые будут разыграны в конце сезона. А пока ждем выхода команд на поле. Да, ну, напоминаем о том, что у нас в Сыктывкаре довольно прохладная погода, минус 16 градусов где-то порядком. Поэтому, наверное, не все желающие все-таки оказались на трибунах. Кто-то, наверное, решил посмотреть за хоккеем в тепле. Ну, в общем-то, выбор тоже понятен, да. Благо, есть трансляция. Напомним, параллельно в Нижнем Новгороде «Старт» играет с Кировской Родиной. К концу первого тайма выигрывает 4-0, собственно, что там у хозяева нижегородцев? поля. Да. И совсем недавно начали играть Водник и Уральский Трубник. И, как ни странно, счет абсолютно такой же. 4-0 обыгрывает Водник, Уральский Трубник у себя дома. Блин, а мы их всего-то с ними в ничью сыграли с Трубником, да? А тут 4-0. Ай-яй-яй, непорядок. Ну вот выходят какие-то строители из трибунного помещения. По первому тайму поактивнее, наверное, смотреть именно сыктывкарцы. Больше у них было голевых моментов. По сути, Сипсельмаш реализовал одну свою такую полноценную, опасную атаку. Ну, там довольно было трудно не забить
как если кто-то присоединится к нам только что. Так что счет, наверное, мне даже кажется немного и не по игре. 2-0 было бы, наверное, даже более справедливым результатом. Но спорт вообще такая штука несправедливая. Вот. Так что, но есть надежда, что справедливость восторжествует. Ой, все. Ой, все. Действительно. Ну, конечно, мы как гостеприимные хозяева надеемся, что мы получим свои 3 очка. Гостеприимные хозяева. Ладно. Ну, пока у нас команда выходит на лед, давайте мы еще раз пробежимся по составам. Допустим, кто-то только недавно к нам присоединился, может быть, кто-то пропустил начало трансляции, когда мы объявляли полностью ростеры команд. Начнем с хоккеистов-хозяев. Мы не изменяем свои традиции. В воротах Максим Шакиров, 20 номер, полевые Сергей Филатов, 83-й, Иван Кораблин, 3-й, Владимир Волосюк, 9-й, Сергей Шибонкин, 77-й, капитан команды, 91-й, Никита Свиридов, 8-й, Артем Лихачев, Евгений Люхин, 37-й, 23-й, Максим Зубарев, 28-й, Алексей Башарымов, 93-й, Денис Садаков. И начинает этот матч на скамейке запасных Макар Екишев, 1 номер, 4-й Андрей Куликов, 5-й Павел Арзубов, Никита Агафонов, 7-й, 29-й Александр Ваюшин, 44-й Максим Немцев, 70-й Максим Медведь, 72-й Артем Зимин. Сейчас Сипсельмаш у нас с мячом в центре поля, раздается свисток арбитра и поехали второй тайм. Стартовал у нас, и о составе Сипсельмаша Валентина расскажет. Мы точно не изменяем своим традициям. Итак, в воротах Сипсельмаша начинал игру Андрей Маслов. На поле 18 номер Мельников Николай, 14-й Лысычев Игорь, 27-й Михеев Юрий, 10-й Ган Сергей, 25-й Шубин Никита, 70-й Петров Денис, 84-й Алексей Доровских, капитан команды, 17-й номер Вшивков Артем, 7-й Ильонов Евгений и 89-й Анисимов Павел. На скамейке запасных начинали этот матч Долгополов Игорь Вратарь под 50-м номером, 11-й номер Петровский Кирилл, 12-й Дарковский Егорчу, 44-й Бобров Кирилл, 66-й Васюкович Степан и 77-й Кузьмин Кирилл. Вот такой вот состав у нас у Сипсельмаша. Ну, гости у нас проводят, в общем-то, какие. Давайте сейчас посмотрим за этой атакой. Действительно, прострел был. Если строитель у нас в этом спортивном сезоне успел сыграть на Кубке страны, как и все другие команды, и сейчас проводят матчи, как и все другие игры Суперлиги, то Сипсельмаш начал этот спортивный сезон чуть пораньше, уже в начале сентября. Команда сыграла на Кубке Кузбасса в Кемерово. Сейчас момент у ворот строителя и 2-2, да? 2-2 становится счет. Говорили мы о том, что довольно тяжелые стартовые минуты во втором тайме обычно выдаются для сыктывкарцев. Ну и вот как подтверждение, Сипсельмаш именно в этот промежуток забивает второй мяч. Сравнивает счет новосибирцы, и отличился Артем Шивков, полузащитник. Вот такая вот прямая пауза, да? Мы смотрим за этим моментом. Вышел, пробил. Здесь Максим Шакиров не смог спасти. Не знаю, сейчас с этого повтора трудно судить. Мог ли Максим что-то здесь сделать. Позиция, по сути, была расстрельная все равно. Ну и раз уж мы заговорили о турнирах, да, в общем, играл Сипсельмаш в начале сентября на Кубке Кузбасса. Причем Кубок этот выиграл, обыграв в решающей встрече Кузбасс же со счетом 11-10. Чуть позже на Кубке России команды сыграли между собой, и там тоже Сипсельмаш выиграл со счетом 11-10. В общем, такой любимый счет матч между этими командами. Ну и на Кубке России Сипсельмаш, одержав 3 победы и 1 матч сыграв ничью, в своей группе занял 3-е место. То есть как раз в полуфинал, точнее, финальный этап, да, гости не вышли, уступив путевки СКА Нефтянику и Красноярскому Енисею. Вот, небольшой экскурс в кубок. Ну и после Кубка России Сипсельмаш еще успел сыграть и на Кубке Михаила Волкова, между прочим. Да? То есть солидную игровую практику получили новосибирцы перед стартом Суперлиги. Там, кстати, Кузбасс с новосибирцами справился со счетом 7-3.
Ну, там, в принципе, Сепсельмаш уступил еще и Уральскому Трубнику, и Московскому Динамо. Ну, раз уж мы тут начали экскурсы в соревнования, мы напомним то, что уже в следующем году у нас пройдет... Господи. Что у нас в следующем году пройдет, мне стало интересно. И я зависла тут в игре, да. Вот. Давайте Кубок юниоров. Все. Сейчас у меня произошло полное зависание. полный ступор, Валентин. Да, Но он у нас полный был. ступор, Он у нас был. полный. Тренер у нас На самом деле я уже просто был. расстроилась тем, что гости сравняли счет, потому что это довольно-таки опасное положение для строителя. Если мы сейчас не вырвемся вперед, то вполне можем остаться. Нас ожидает нервная концовка, мне кажется, в любом случае. Ну, до Здесь концовки зарабатывает, нам да, здесь зарабатывает строитель угловой. Хороший даже момент. Возможность хорошая для того, чтобы вновь выйти в лидеры. Почему бы не воспользоваться ею? Ну, в первом тайме команды обменялись стандартами, по 3 стандарта у каждой, и ни один не был реализован. Так что, надеемся. Ну, с На углового строитель второй мяч забил все-таки. После выхода Башарына, как мы сказали. Да? Мгм. Здесь мяч остается у Сепсельмаша после розыгрыша. И здесь уже снова переходит к сыктывкарцу. И теперь уже еще один угловой. Пожалуй, это максимум, что можно было извлечь из ситуации, которая сложилась. Практически не было адресата в этой передаче. Угловой это довольно неплохо. Ну что ж, надеемся, что строитель сейчас все-таки ответит своим соперникам. Да, Сходит. довольно легко в воротах строителя оказались 2 мяча, хотя по сути Сепсельмаш-то не наиграл на них. Здесь удар выше ворот проходит. Вот нам тут пишут, то, что на трибунах в Сыктывкаре всего 50-70 человек. Нет, на самом деле это не так. Протокол дает нам 83. Нет, протокол нам дал количество в 350 человек сегодня на трибуне, таких морозостойких болельщиков. Ну вот для меня это тоже немножко вопрос. Ну, подтягиваются люди, подтягиваются. Насчет 350 вопрос, да. Ну, вот нам сейчас операторы готовы показать, мне кажется, этих 350 человек. Давайте их посчитаем. Да? Вот слева 100, в центре 150 и справа еще 100. Еще 5 фотографов. Еще 5 фотографов. Итого 355. Ай-яй-яй. Чудеса статистики. Мне кажется, надо нам после таких заявлений на выборах работать. Ох, Алексей, опасно, вы шутите, опасно. Ничего страшного. Ну, мы тут повторяем сценарий первого тайма. Если не считать забитый гол Сепсельмаша, у нас опять все ровно Ну, и без Сепсельмаш серьезных опасных моментов. зарабатывает свободный удар. Здесь будет преследовать прострел штрафной. Здесь борьба за мяч. Оказывается, он в итоге у Новосибирска. Ну, в общем-то, и остается у него. Медленно, согласитесь, Алексей, все как-то. Ну, Да, прошло всего 7 минут. Такое чувство, что мы таллинское дерби какое-то смотрим с вами. Либо таллинско-рижский матч. Можно плавно говорить о игре. Главное также плавно не упустить очередной гол. И не уснуть, да? Ну, ваш храп в эфире, я думаю, зрителям не понравится. Кто сказал, что я храплю? Откуда вы знаете? Зачем вы раскрываете всю тайну нашей личной жизни? Алексей сегодня мастер опасных шуток на грани пола, на самом деле. Главное, чтобы на поле хоккеисты-строители как можно меньше хвалили, как можно больше забивали, по крайней мере, атаковали. Как можно больше опасностей и как можно меньше фола. Да. Ну, надеемся, уже упомянутый кнут и пряник все-таки подействуют на команды. Они сейчас немножко разыграются, и мы все же увидим увеличение счета. Ну, смотрите, надеемся в нашу пользу. Вот опять возвращается. Приятно, да, и хоть, может, немножко поднадоели говорить, вспоминать матч с Кузбассом. Ведь, по сути, в аналогичной же ситуации Кузбасс
сравнял счет в начале второго тайма. Строитель был лидером после первого. После этого мы опять команды перешли в вязкую какую-то двустороннюю такую закрытую, полузакрытую игру. И в итоге мы увидели развязку в самом конце. И судьбу встречи решил один единственный мяч. Вот. Не исключено, что по схожему где-то сценарию команды пойдут и сегодня. Во всяком случае, верить, что команда забьет там больше 4 мячей каждая, пока что не хочется. Ну, не то, что не хочется, не приходится. Но мы также уже говорили о том, что Сипсельмаш в этом сезоне все же отличается большим числом забитых мячей. Да, ну и... Почему-то этот сценарий сегодня не работает. Да, ну и пропущенных ведь тоже, по сути. В прошлом сезоне, конечно, 8-4, а 11-5 победы Сипсельмаша. Это уверенные, яркие, интересные, задорные. Но вот пока что того, знаете, как это удалого хоккея, шашки наголо, все вперед, пока не видим. Это тактика и стратегия. И у нас была какая-то тактика, и мы ее придерживались. Да. Отворот Сипсельмаш. Вот. Андрей Маслов мяч в игру, на чужую половину. Выбрасывает розовый снаряд. И борьба уже возле бортиков. Вот 10 минут уже отыграли команды во втором тайме. И удаление в составе Сыктывкарского клуба. На льду оказывается Алексей Доровских, капитан Сипсельмаша. И за это фол. Кто у нас там? Кто у нас в группе Яшка? Кто у нас в группе Яшка? Сейчас подскажу, кто у нас такой. Нехороший. У нас Евгений Люхин, по-моему, это был. Вот сейчас убедимся в этом. Пойдите, Да, подожди, Евгений немножко. Люхин у нас Да, в группе вот. Яшка сегодня. Получил возможность немножко отдохнуть, погреться. Надеемся, будет отдыхать долго. Ну, до конца штрафного времени. Ну, Сипсельмаш на чужой половине. Ищут гости пути к воротам Максима Шакирова. Не пускает строитель гостей. Да, ну, дважды уже находили. Может быть, и третий получится, да? Ну, не будем каркать, как Кар- ворона на том суку. Ну, довольно все равно по-прежнему игра равная. Но мы рассчитываем то, что главные козыри команды все же приберегли. То есть мы еще увидим и быстрые, интересные, острые атаки, и игру в защите. Ну, вот игра в защите, вы знаете, как-то мы ее видим уже 57-ю минуту. Игру в защите. А вот быстрых... Я опять повторюсь о том, атак. то, что вяленько. Вот так не будьте вяленько. повторюшкой-хрюшкой. Вот не надо. Не повторяйтесь. Ну, с дипломом филфака я могу подобрать много синонимов к этой игре. Был бы он у вас, да? Да есть где-то. Где-то. Ножку стола подпирает. Польза филологического образования видна. Конечно, любая вещь должна быть видна. Должна быть полезна в действии. Полезно, в конечно. хозяйстве. Я же хозяюшка. Даже диплом пригодился. Да, ну не знаю, как пригодился бы диплом филфак, например, хоккеистам сегодня на льду. Ну, мне кажется, он разве даже у что хоккеистов не они- будет лишним. Они бы, может быть, матерные слова применяли бы немножко другие, находили бы синонимы, более культурно ругались друг на друга. Из разряда «Отри, нехристь» Да. от моей клюшки. От чего ты такой пас мне нерадивый дал? Было бы Угловой забавно. тем временем, да, строитель. Стоит ли говорить, что вот по такой игре, где моментов реально раз-два и обчелся, каждый угловой, вот считай, как опасный момент. И застревает мяч на линии, его вытаскивает вратарь. Преградил путь снаряду в ворота, пусть и не сразу, там, не без помощи игроков стенки. Даже строители даже хотели, по-моему, поспорить о том, что мяч пересек линию, но у нас системы ВАР пока нету. В принципе, ее практически вообще в России нет нигде, да, толком. В профессиональном спорте имеется в виду.
Ой, болельщиков-то и правда прибавилось, судя по активности трибун. Ну, мы же с вами посчитали, 355, все нормально. Комментаторы посчитали 48. У нас разная картинка, мне кажется. Хотя они просто реально нажали на стоп-кадр. Пересчитали по головам. Да, да, да. Но они забыли, что один сыктывкарский болельщик на вес 7, как минимум. Откуда такие сведения, Алексей? О весомости сыктывкарских болельщиков. По крикам, по голосу, по шуму, по уровню поддержки команды. Замеряем уровень шума с трибун. Ну, здесь снова у нас борьба за мяч. Септильмаш. Неточная передача. Четко прочитали защитники этот момент. И развивается контратака. Правда, всего лишь 2 хоккеиста, 3 хоккеиста встретили были в ней. И, как следствие, потери. Ну, чтобы снова не использовать слово «вяло». Я открываю словарь синонимов. Да, словарь синонимов у нас здесь на столе, конечно же, есть. Но я на самом деле не об этом совсем. Мы уже сегодня углублялись в историю в начале первого тайма, но мне хочется рассказать о том, что в этом году некоторые своеобразные юбилеи отмечает Септильмаш. После своего образования в 1937 году в класс А, то есть в высшую лигу хоккея с мячом команда вышла в 1958 году. А в 1988 году, то есть 30 лет назад, сибиряки 4-й раз стали чемпионами РСФСР. Заметьте, какая славная история у Септильмаша. Правда, назывался он тогда «Строитель Востока». Такие прям родные нам названия. Да. С вами трудно поспорить в этом. Была еще одна атака Септильмаша, довольно уверенная. На подступах к штрафной сыктывкарцы встретили, тем не менее мяч остается у гостей. По правому флангу пытается прорваться хоккеист. Есть пас-центр, мяч выскакивает опасно на точку 12-метровую. И там хорошо, что первым на мяче оказался сыктывкарец, да? Есть нарушение правил. Алексей Доровских делает заброс в штрафную. И сыктывкарцы просто от мяча избавляются. Тем не менее, почти даже получилось сделать нацеленную передачу, но, к сожалению, укоротить, да, получилось? Укоротить этот мяч с первого раза не удалось. И вот есть момент у Септильмаша и забивает. И забивает третий гол. 2-3. Вот, может быть, уже и есть звоночек взять тайм-аут наставнику сыктывкарского клуба Павлу Францу, потому что пока что второй тайм не по сценарию строителя идет, мягко скажем. И чуть ли не каждый удар по воротам строителя становится голевым. Тоже хочу на это обратить внимание. Может быть, все-таки подрасслабился наш вратарь, хотя удары были... Да нет, это просто не берущиеся такие моменты. 89 номер Павел Анисимов отличился. Действительно очень тяжелый для вратаря эпизоды, и здесь что-то говорить об игре Максима Шакирова трудно. Наверное, даже больше претензий к обороне, дали вот так вот пройти. Смотрите, можно было здесь убрать мяч, Иван Карабин позволила Анисимову себя обыграть и выйти на еще одну в этой встрече расстрельную позицию. Его 2-3. Встретили. Укротили все же мяч. Да, гости из Новосибирска роли наши. Догоняющего. Не совсем это приятная роль для сыктывкарцев. Для любой, наверное, другой команды, в общем. Но мы не будем падать духом, разрыв не критичный. Ждем ответочки от сыктывкарской команды. И рассчитываем на то, что она все же будет. Не уйдем мы с поражением с домашнего поля. Даже если оно случится, мы будем здесь сидеть на домашнем поле и надеяться на чудо. Вот именно на поле, Алексей, вы будете сидеть, мешать заливке льда. Не я, мы ходим вместе с вами. Мы с Тамарой ходим парой. Будем ждать следующей домашней игры, например, которая будет у нас, по-моему, в середине декабря. Ну нам ждать хоккей с мяча с далеко, скоро Кубок России в эту пятницу, так что дождемся.
В общем, нас подвинут. Да. Сильнейшие команды Кубка России нас с домашнего поля должны подвинуть. И все же разыграть первое место. Да, ну, пора, наверное, потихонечку строителю брать инициативу в свои руки. Болельщики чувствуют это тоже. Начинают подбадривать команду. И мяч сейчас у Сепсельмаша, так понимаю, остается. Сложно Ну, строителю с учетом, стало. да, здесь выстраивается стенка. Еще есть у нас почти Порох 20, пороховница. чуть больше 25 минут. В общем, больше половины второго тайма. Сработал все же. Видимо, Кнут, да? да, кнут. И здесь мяч в руках Максима Шакирова. Он как бы говорит, что все в порядке, ситуация под контролем. Здесь было удаление Никиты Свиридова. Атака Сепсельмаша. Здесь Владимир Власюк нарушает правила, как оказалось. Но зато не пускает хоккеистам гостей внутрь штрафной. Следует сейчас прострел. И мяч уходит на угловой новосибирцам. Во что бы то ни стало выстоять, наверное, строителю. С 2-4 отыграться будет, конечно, крайне нереально. Ну, хорошо, что так. Мяч уходит, проходит мимо ворот, и снова Максим Шакиров ведет его в игру. Играет за ближним наш вратарь. Ломятся нам тут в комментаторскую кабину болельщики. Тоже, наверное, хотят в эфир выйти. Почему бы и нет? Жалко, что нельзя. Добавили бы, наверное, эмоций. Добавили нам бы страсти немножечко в эфир. Наверное, тоже не помешало бы. Ну, вообще не помешало бы страсти еще и в игру добавить. На самом деле. А то как-то игра действительно убаюкивает нас. Ну, и мы, наверное, тоже немножечко. Убаюкиваем зрителей, да. Да. Это отличная идея про сыктывкарских болельщиков, потому что на трибунах-то как раз-таки все очень активно сейчас. Наверное, потому что они видят полную картину, которая происходит у нас сейчас на поле. Может быть, там Здесь- где-то что-то происходит. Да, здесь нарушение правил должно было быть. Ну и есть со стороны Сепсельмаша. Получил по клюшке. Даже не вижу, кто это по номеру игрового. В общем, игрок строителя. Без Потерялся. санкций вроде обошлось как. Ну и Сергей Шабонкин вперед забрасывает мяч там. За него борются хоккеисты хозяев. Ну, скорости по-прежнему небольшие. Отстранивать счет надо. Не знаю пока как будет это делать строитель. Есть ли какие-то дополнительные скрытые резервы. Может быть, Павел Арзубов, там, игрок молодежки, сможет внести какую-то свежесть и новизну в игру сыктывкарского клуба. Было бы неплохо его увидеть в деле. Все-таки рано или поздно надо выпускать молодежь на поле. Здесь отворот строитель. Шабункин. И здесь довольно высоко. Сепсельмаш прессингует. Забирает мяч. Алексей Доровских снова. Крутится, вертится почти как шар голубой по сыктывкарскому льду. Пока И у нас Сепсельмаш здесь контролирует игру. затишье. Давайте посмотрим, что происходит у соседей. А у соседей Родина в Нижнем Новгороде забила свой первый мяч. Поздравляем, да.
Там что-то еще? Что-то где-то еще интересное происходит. Там Водник там разбирался с Ну, у них Трубником. сейчас перерыв Водника с Трубником. Ну и счет не изменился, также 4-0 в пользу Водника. Ну, в общем, самый упорный и более-менее равный матч сегодня. В настоящее время, точнее, да, будет правильно сказать. Здесь, в Сыктывкаре. И порадовали соседи, родину, не в сухую, не в сухую, молодцы. Кировчане уже присылают сообщение в Сыктывкар. Мол, ждите, мы приедем, обыграем вас. Ждем. Знаете, дорогие друзья из Кирова, очень сильно ждем. И встретим. И встретим. Да. Хлеб, соль уже заготовили, наверное. Здесь у нас Падение. повреждения, да, получает хоккеист строитель Евгений Люхин. 37-й номер. Досталось ему здесь столкновение, держится за лицо. Ну, у нас хоккей с мячом суровый вид спорта. Здесь не симулируют. Здесь, если человек держится за лицо, значит, ему досталось. Сейчас показывает повтор. Ну, кстати, да, довольно грубовато сыграл 12-й номер. Егор Дарковский. Можно было бы и ударить. Ну, знаете, так, помечтаем. Да. Можно, в принципе, удалить 5 хоккеистов Сипсельмаша, и там как-нибудь... Можно удалить вратаря Сипсельмаша просто. Ну, там нельзя, там, если удаляется вратарь, он остается, Но мы же мечтаем. отбывает срок полевой. Мы Мы мечтаем. Мечтаем, давайте о розовом пони будем мечтать. Мы уже сегодня говорили о старике Хаттабыче на трибунах. Там вот как раз подобный сценарий где-то развивался. Да, есть риск, что он приехал из Новосибирска. На ковре-самолете подлетел. К А началу здесь уже- второго тайма. Здесь уже как раз на игроке Сипсельмаш, как раз на том же самом Дарковском нарушались правила. И отворот строитель. 20 минут осталось играть. Немного. Очень странные дела. Будем Здесь ждать, Максим что... Немцев Да. удален, оказывается. Вот мы просили удаления для гостей, получили удаление сами, да? -2. Ну, строители сейчас. Имея А на на двух замену игроков. разве никто не вышел? Кто должен ходить на замену? Валентин. Куда какие с мячом? Что? 20 минут. Да, просто отыгрываться, имея на двух игроков меньше, потяжелее. Ну, в общем, в полном составе. Будем такие прописные истины говорить, капитанить. Ночью на улице темно. Да? В Сыктывкаре минус 16. Луна спутник Земли. Есть еще нарушение, сбивают игрока, теперь уже строителя, требуют болельщики удаления, но, в общем-то, они его и получают. Сейчас нам покажут, кто нахулиганил. Новосибирск хулиганс. 27-й номер у нас здесь удаление гостей, это Юрий Михеев. И здесь довольно рискованно выходит вратарь. Сыграл, конечно, мужественно. Надеюсь, здесь все обошлось без повреждений. Мы же за здоровье. Желаем всем только его. Держится Александр Маслов за спину. Давайте посмотрим этот момент. Будет борьба за мяч и выскакивает голкипер Новосибирска. Но здесь, к чести Артема Лихачева, 8-го номера, не стал он тут как-то препятствовать голкиперу. Мог, конечно же, попробовать побороться за мяч, и это могло привести к серьезной травме, на самом деле. Даже не умышленно. С мячом строитель. Как раз Артем Лихачев был. Проход по правому флангу. Здесь придерживали, показалось, 28-го номера. Это Алексей Башарынов. И мяч сейчас будет у сыктывкарцев. Сохраняет строитель мяч. И вот только сейчас отдает его гостям. Надо строителю активизироваться. Да, Алексей не зря говорил о тайм-ауте, возможно. Стоит пообщаться с тренером команды из Сыктывкара немножко. Самый малость. Ну, совсем минуточку. Минутку. Знаете, помощь тренера. И помощь зала. Помощь зала у нас уже Помощь есть. зала у нас Остался на звонок протяжении другу. всех 90 минут. Там
Подсказки сыпятся с трибун, поверьте. Не умолкая. Здесь вот уже опасно у ворот Строителя, и в рамках правил действует оборона. Пытается Строитель развить контратаку, но вот не видит продолжения хоккеиста, дает мяч назад, чтобы сохранить, не обострять и не потерять его. Снова Сергей Шибонкин, капитан команды. От него зависит сейчас во многом игра. Распасовщик наш. Но, к сожалению, вот мяч в итоге оказывается у гостей. Ну, Сипсельмаш тоже вперед особо не бежит. Их не могу сказать, конечно, что и удерживает счет, да. Ну вот как-то не их особо игра удерживают. устраивает, да, и здесь нарушение правил стороны Строителя. И снова удаление, я так понимаю, будет сыктывкарской команды. Вот, Алексей, вы опять нам пророчили, но не в ту сторону. Я не Немножко, да. хотел, да. Я, поверьте. Пусть играли бы так, как есть. Ну, мне кажется, в любом случае для любого болельщика главное это красивая игра. То есть, как поется в гимне Строителя, счет на поле нам не важен. Сыктывкарцы вам покажут. Вот давайте будем придерживаться пока что этой концепции. Здесь вот Денис Седоков удален. Оказался нападающий на своей половине. Наш пострел везде поспел сегодня, и правда. Нарушил правила. Второе удаление для Дениса в этой встрече. Ну и третье может оказаться. Ну, третье станет, да, не может, а станет. Последним, просто надеюсь, что его не будет. Здесь вдвоем сыктывкарцы пытались разыграть мяч, но неточная передача. И Сипсельмаш спокойно, никуда не торопясь. Как по бульвару проводит мячик. Ну, здесь, как дама с собачкой, да, Сипсельмаш с мячиком. Примерно одинаковый темп прогулки. Вот у Сыктывкара как-то прогулки тяжелее получаются. Ну, знаете, собачка бойцовской породы. У нас тут Сергей Шибонкин сейчас бойцовской породы. Сработал он стандарт. Главное здесь было сохранить мяч, просто не отдать его сопернику. Соперник его забрал с нарушением правил, поэтому возвращается снаряд Строителю. И он кораблин тут наворачивает круги. Будет он сейчас его... Нет, не будет. Сергей Шибонкин все-таки был там. И отправил его на угловой. В итоге отправили мяч сыктывкарцы с помощью защитников Сипсельмаша. И что и? Не думаю, что будет еще много стандартов у Строителя. В общем-то, надо ответственно Может подойти. быть, вот он этот козырь, который спрятали наши хоккеисты в рукаве. Но сейчас мы это как раз и увидим. А вдруг? Да. Точная подача, точный мощный удар. И рецепт. И здесь попадает мяч то ли в вратаря, то ли в стенку. И потом уже Андрей Маслов забирает его. Ну, в общем, удар был. Удар пришелся в створ. Ну, и мужественно встретили. И во вратаря все-таки мяч попал. Точнёхонько. Ну, такой легенький был мячик для вратаря. На самом деле он его так грациозно В поймал. последний момент, мне кажется, увидел, да, и потом Ну, на повторе захватил. просто Здесь грациозненько. еще одна была попытка, но ни пенальти, 12-метровый удар не заработал Шибонкин, ни угловой, да и мяч в итоге потерял. В общем-то, худшая из альтернатив появилась. А время у нас все тает и тает. Вот как-то не везет Строителю. Совсем потеряли мяч сейчас наши хоккеисты. Причем на своей половине поля, вот что делать, в общем-то, категорически не то чтобы не хотелось бы, да, просто нельзя. Ну, пока у нас здесь небольшое затишье, что мы сделаем? Правильно, мы расскажем про партнеров. Мы обещали вам рассказать, мы вам расскажем. Вот наши 350 человек на трибунах. Это именно самые преданные болельщики клуба «Строитель», мы надеемся. И вот именно эти болельщики получат в конце сезона суперпризы от партнеров клуба. Это центнер бензина от информационного
агентства БНК. Также велосипед марки Шкода, фирменный классный велик просто. Набор инструментов от компании МКреп. И еще много чего. интересных призов. А также подарки от клуба, например, какие-нибудь книги. Мгм. Даже если клуб сейчас не планировал до этого момента подарить какие-нибудь книги, Просто, насколько я знаю, клуб да-да-да-да. болельщикам достаются, на самом деле, очень интересные книги об истории русского хоккея. Одна из таких есть даже у меня. Вот. Нет, ну, традиционно дарим в конце года атрибутику. Действительно. Кружки с автографами хоккеистов, подарочные издания, шарфы. В общем, всего будет им достаточно. Все на стадион за клюшкой. Потом можно будет выбегать на поле, помогать команде. Надо будет еще коньки выиграть в следующем сезоне. И свитер игровой. Что ж, у нас 10 с небольшим минут остается. Игра без ворот проходит. Абсолютно. Да. Опасные моменты возникают так редко, что, не знаю, зарплаты в России повышаются чаще, чем опасные моменты появляются в этой игре. Что еще чаще бывает, Валентин? Чаще. Цены понижаются чаще, да, чем опасные моменты в этой игре. Так, Сканефтяник чемпионство выигрывает чаще, чем опасные моменты в этой игре, чтобы ж хоккейно было, да? здесь пока тематика. падение игрока Сепсельмаша. Кирилл Бобров, 44-й Возможно, номер. Травма какая-то. Главное, чтобы может арбитр подняться. добавил, пусть добавляет за падение дополнительные минутки. Здесь, кстати, без помощи практически игрока Строитель, даже больше от своего досталось Кириллу. Бей своих, чтобы чужие боялись, да? Мгм. Но здесь, видимо, потребуется помощь медика, и все-таки будет назначено дополнительное время. Ну да, уже это почти полминуты у нас. Есть пауза, конечно, вот тут слышим свист с трибун, но не совсем оправданно, да, здесь действительно досталось хоккеисту. Мы уже говорили, что здесь симуляций практически не бывает. В отличие от других Здесь, видов спорта. Да, просят действительно выйти бригаду медиков, игроки. Уже и вот вратарь сигнализирует. Досталось Кириллу Боброву. Вот, а сейчас, видимо, да, скорая. Скорая, носилки. И привет, Центральная республиканская больница, походу, да? Ну да, видимо, что-то очень серьезное. Я думаю, характер травмы нам расскажет на пресс-конференции главный тренер. Хотя бы Сепсельмаша. приблизительно, Да, да? приблизительно. И вот оператор, вы видели на заднем фоне, машет руками, передает привет всем, нам и вам, дорогие зрители. Наш оператор самый добрый человек в мире. Только он во время работы умудряется передавать привет. Почему не только он? Мы тоже, да. Ну, это, во-первых, мы, а во-вторых, еще есть такой прекрасный человек на центральном телевидении, как господин Якубович, который не только сам передает приветы, но и разрешает другим их передавать. Ну вот у нас оператор не участвовал в поле чудес, он воспользовался имеющейся возможностью. Вот, да, не может самостоятельно покинуть, помогают Кириллу Боброву хоккеисты. Ярослав Севрук из газеты «Республика» решил сфоткать ужасный кадр, чтобы потом, наверное, премию Стенина получить Бориса. Ой, прошу прощения. В общем, премию Стенина. Да. За лучший фотокадр в спортивной тематике. Игра продолжается. Да, игра возобновляется. Да, интересно, там сколько? 2 или 3 минуты, я вот не слышу. Да? В общем, добавленное время будет порядочно у нас. Что нам говорит Валентин? 2 минуты. Технический 2 протокол. минуты 2 добавили. Замечательно. Так что добавленное время у нас будет непременно. Это означает, что 9 минут еще есть у Строителя. Кстати, команда в полном составе сейчас играет. 9 минут в полном составе вполне достаточно. Мы видели, что хватает. И минуты Да. поставить точку в игре.
Строитель на своей половине. Разгоняется в атаку. Максим Зубарев это. Достается Максиму Зубареву не без нарушений правил, мне кажется. Есть свисток арбитра, есть свободный удар. Ну, здесь можно, кстати, после него и попытаться пробить по воротам гостей. У нас сыктывкарцы, как правило, используют какие-то сложные розыгрыши, но здесь можно попроще сыграть. Это и делают, но удар принимает на себя игрок обороны Сепсельмаша. Не получилось у нас сравнить счет в этом моменте. Я думаю, еще будет парочка, или стандартов хотя бы, если не голевых эпизодов. Надо, Алексей, быть оптимистичнее и говорить, если голевых эпизодов. То есть, да, конечно, есть напряжение и на поле, и на трибунах. Остается совсем немного времени, но Строитель должен им воспользоваться в любом случае. Да, есть сейчас атака. 3 хоккеиста Строителя. И мяч в итоге в руках у вратаря. Уже начинаю потихонечку запинаться. Это из-за отсутствия влаги. Да. Хотя бы кофе, чай бы попить. Водички. Я бы это охарактеризовала все-таки как из замедленного течения игры. Начинается уже такое, ну да. Горячо сейчас среди болельщиков Строителя, горячо и громко. Слышно нам прям. И снова такие фигурные выкрутасы исполняют игроки Сепсельмаша. Ну, здесь свободный удар. Подходит у нас уже к концу игровое время. Самое интересное, в общем-то, осталось впереди. Как там вам, Валентина, больше не пишут болельщики? Пишут. Пишут. Да. Что спрашивают? А меня тут уже На немножко... свидание позвали? Нет пока. Не зовут. Не зовут. Ну вот, дорогие болельщики, смотрящие трансляцию, ну что ж вы в самом деле-то? Зовите, приглашайте, оплачивайте билеты. Головой Сепсельмаша. Так, Алексей прямо здесь напрягся. Серьезно, Я потому за угловым что, смотрю. Да. Если будет 4-2, будет печально, конечно. Здесь на добивание еще оказалось. Первые игроки Сепсельмаша, но Но нет. Ура! остается, конечно, у гостей мяч. Здесь борется за него. И угловой, да? Еще угловой получает новосибирцы. Не спешат они, конечно же, к этой подаче. Потому что время сейчас на их стороне. Абсолютно. Так, пока готовятся игроки. И у меня снова хорошие новости для болельщиков команды из Кирова. Которые почему-то смотрят эту игру, вместо того, чтобы свою. Соседи Ну. всегда смотрят за играми соседей. Подсматривают, знаете, дверную щелочку. Подсматривают, да, в щелочку небольшую. Ну, 6-2. Да? 6-2, ну, Стартовый. тоже неплохо. Для Ну. наших комментаторов, которые наблюдают за игрой Водника и Уральского Трубника, 7-0 в пользу Архангелогородца. Да, Водник уверенно на своем поле играет. Ох, Здесь серьезный, конечно. Просто вынес, да, игрок Да. Строителя Павла Анисимова. И мне кажется, что пора... Ну, там скоро неподалеку, да, все-таки. Второго игрока Сепсельмаша отправили в ЦРБ сыктывкарцев. сможет ли он подняться? Давайте посмотрим за этим эпизодом. И Ну, по сути-то здесь, честно, я вот не увидел именно какого-то злого умысла, именно нарушения правил со стороны сыктывкарцев. Ну, вот это вот беглый взгляд, может быть. здесь больше урон, наверное, нанес От все-таки бортика? бортик, да. Потому Да. что он такой довольно-таки острый, металлический и в любом случае серьезно может ударить. Да. Но игрок за пределами поля, игру-то надо продолжать, ребят, как бы. Есть замена. Все-таки.
Ну вот, возобновляется встреча. Может быть, еще полминутки добавить. И вот потеря у своих ворот исполнения строителя, что тоже абсолютно ненужное. Еще одна. Алексей, нам добавили еще 1,5 минуты. Еще полтора. Да. То есть у нас сейчас 3,5 минуты добавленного времени будет. И еще один угловой. Ну, А строитель не может даже банально со своей половины просто выйти 2 раза подряд. Теряли сыктывкарцы мяч. ну, здесь можно понять у игроков из Новосибирска, потому что в оставшиеся минуты им нужно выложиться на 100% и удержать лидерство в любом случае. Ну, они его... Блин, мне даже показалось, что... Мне, кстати, тоже показалось. Что кто-то радостно уже скинул руки, но мяч в поле. И это прекрасно. Да. Сельмаш уже сыграет за себя и за того парня. Алексей А, нас теперь уже просит за сделать двух. селфи. Делайте. Делайте. Я ж не против. Как бы. Я думаю, селфи мы будем делать уже после матча, тем более у нас У нас осталось разные микрофоны. 4 минуты. Мы всего. далеко друг от друга. Печально сказали, да? Здесь борьба у бортика снова. Здесь ее сыктывкарцы выигрывают. Ну, это все, конечно, хорошо, но это на своей половине. Сергей Шибонкин с мячом. Ну, тут, конечно, нужно уже Второй тайм выходить. это просто какой-то триумф во- Сергея Шибонкина. Да, но во втором тайме, согласитесь, вот сыктывкарцы практически безопасных моментов. Да? То есть угловые, стандарты, это все было, понятное дело, но именно с игры строитель моментов не создал. То есть если мы отмечали, что в первом тайме Сепсельмаш как-то без зуба играл, там единственный мяч, единственная атака привела к забитому мячу, тоже абсолютно поменялись команды ролями. Да? В итоге вот у Сыктывкара практически не было моментов с игры. Но со стандартами Андрей Маслов справился. Пошло уже добавленное время в этой игре. Остается у нас 3 минутки. Ну и в принципе... Вот здесь на песне говорит, Всё. поверьте, про 5 минут это много или мало, да, у нас уже остается 3 минуты. 3 минуты. Да, Мы начинаем понимать, что это мало все-таки. Вот за это время можно выиграть только Евровидение какое-нибудь, да, там все-таки был лимит по времени, песня за 3 минуты, вот. Если кто-то из игроков встретителя споет, тоже будет неплохой успех. Ну, вместо этого видим еще один стандарт ворот строителя. Сепсельмаш во втором тайме, конечно, взял игру под свой контроль. Спорить тут довольно было бы странно. Главное, чтобы не увеличился разрыв в счете. То есть... Ну, я думаю, счет же Нет, мы ничего плохого желать команде гостей, конечно же, не будем, но Ну, здесь есть удар и мяч от ворот. Надо спешить. Максим Шакиров сразу же вводит мяч в игру, играет с ближним. По левому флангу развивается атака Сыктывкарского клуба. Перешли на чужое половину поля сыктывкарцы. Поддерживают атаку уже и защитники. Вот мы видим и Иван Кораблин. Оглядывается по сторонам, ждет передачи. Остается мяч Сыктывкарского строителя. Не нарушение правил, просто аут. И сейчас все в штрафную. Сейчас такой навал. Да, заброс следует. Борьба за мяч. Придерживают друг друга. Хоккеисты! Где мяч? Непонятно где, но видно, что... на половине строителя. Да, на поле строителя. Мы уже хотели кричать этот гол. Уже хотели было прокричать. Вот уже почти, Да, но нет. здесь еще раз здесь не удается зацепиться за снаряд. Нарушение правил остается у Сыктывкарского клуба. Шибонки, заброс. Последние минуты уже идет. Удар такой не попал как следует по мячу, сбивает те же хоккеисты строительные. Здесь от ворот назначает арбитр. Мог бы дать бы штрафную. Даже если его там не было. Хватит мечтать. Да. Надо же ныть. Да, Ныть. Я думаю, мы уже не успеем. Вот не поможет магия нытья. Можем мы еще Ну, наныть. еще. Есть атака строителя и от ворот, да? И, к сожалению, не упал, ничто не придумал, просто упустил хоккеист мяч. Вот упал бы, может быть, случилось, знаете ли, чудо, да? Да, так. Борьба на своей чужой половине ведет Сепсельмаш. Строитель. Вот, пожалуй, последняя атака, последние секунды уже идут. Снова Шибонкин.
Отдает пас вперед. Есть право хоккеист, но нету точной передачи. Ну и что? Раздается свисток арбитра. Завершилась у нас встреча Сипсельмаш и Строителя. К сожалению, для хозяев победу держали гости. 2-3. Сипсельмаш волевая победа, между прочим. Да? Проигрывали 2-0, выиграли 2-3. Ну, Строитель пропустил, можно сказать, простоял в сторонке весь второй тайм. Закономерный результат. Поздравляем болельщиков из Новосибирска с победой, с очередными очками. Ура, товарищи! В турнирной таблице Сипсельмаш набирает уже, получается, 14 очков. И там Архангелогородцев, конечно, не опередит. Да? Там Водник все-таки выигрывает свой матч. На этом мы с вами прощаемся. Увидимся на следующих играх Строителя. До свидания. Приходите на матчи Суперлиги Чемпионата России по хоккею с мячом и болейте вместе с нами за хоккейный клуб «Строитель». МКреп. Надежная опора строителя.